Испытано на себе. Дорогие друзья, в Якутии существует множество видов традиционной хозяйственной деятельности, в том числе и охота. И сегодня мы планируем осуществить охоту недалеко от города Якутска. Все вы сейчас, наверное, подумали, охота будет на животных, на лося, на косулю и так далее. Но нет, у нас, к сожалению, а может и к счастью, лицензия на осуществление любительской охоты в данный момент отсутствует. Но зато мы будем охотиться за северным сиянием. Вообще, испокон веков за этим редким явлением наблюдают, очень часто наблюдают жители северных улусов нашей Якутии. Но в последнее время северное сияние проявляется и в самом городе Якутске. И вот, вооружившись новыми технологиями, а именно приложением «Аврора», установленным на обычный телефон, можно спрогнозировать проявление данного явления с определенной вероятностью. И вот именно сегодня вероятность очень высокая. И мы сегодня едем охотиться за северным сиянием. Испытано на себе. Как и любая охота, ловля полярного сияния требует тщательной подготовки. Мы в этом деле новички, и поэтому решили обратиться к специалистам, разбирающимся именно в сущности полярного сияния. Для начала нашего исследования, именно в подготовительном этапе, мы хотим узнать вообще о сущности полярного сияния. И в этом нам поможет кандидат физико-математических наук, заместитель директора института Семен Викторович Николашкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Семен Викторович, мы вот готовимся именно поймать, скажем так, увидеть полярное сияние вблизи города Якутска, и поэтому вот мы обратились именно в институт к вам, да, то есть не могли бы вы нам немного рассказать вообще, когда начались исследования, проводятся ли они, каким образом проходят именно исследования этого эффекта, да, то есть полярного сияния? Исследования полярных сияний вот в нашем институте, вообще в Якутии начались с середины 50-х годов, во время с начала так называемого Международного геофизического года. Начинали эти исследования у нас наши отцы-основатели, Владимир Парфеньевич Самсонов и Юрий Аркадьевич Надубович. Эти два человека, они именно занимались исследованием полярных сияний. Они участвовали в исследовании, как распределяется полярное сияние по Земле и так далее, при помощи специальных фотокамер, автоматические фотокамеры, С180 называется. Это камера, которая, сейчас называется камера всего неба, да, снимает все небо. В то время снимали, конечно, на пленку, на фотопленку специальную, чувствительную, по определенной программе. И они были установлены, эти камеры, вдоль побережья Ледовитого океана. Примерно знали, что сияние у нас происходит где-то на севере, там, да. И по этим данным была установлена зона частого появления полярных сияний, которую впоследствии назвали овалом полярных сияний. И этот овал полярных сияний у нас проходит совпадает с северным побережьем нашей республики, можно сказать. И, соответственно, этот овал проходит севернее Саскалаха, Тикси, Чукурдах, Черский и так далее. По этой линии где-то. А во время активности, когда происходит магнитные бури, этот овал расширяется в южные стороны. И при больших, допустим, магнитных бурях он доходит и до Якутска, и может пройти даже южнее. Проскочить Якутск и может пройти южнее. Исследуется, полярное сияние у нас традиционно и раньше исследовать, и сейчас при помощи камер всего неба и специальных фотометров. Это фотометр настроен на определенные линии излучения полярных сияний. И по ним мы изучаем, какова яркость, какова высота и так далее. Энергетику можно сказать. То есть это приборы именно целенаправленно разработанные для исследования полярных сияний? Да. Камера всего неба была разработана профессором Лебединским, так называемым.
И она была размещена по всему Советскому Союзу. А вот фотометры, там еще другие камеры мы сами разрабатывали, сами делали, ну и до сих пор так вот работаем. Очень интересно. Ну, а в чем же сущность самого полярного сияния? То есть это как научное явление, то есть это как природное явление, как научно можно Ну объяснить? вот в результате вот этих исследований первого международного геофизического года установлено, что сияние является вот, продуктом воздействия солнечной активности на Землю. То есть когда во время солнечных вспышек эти частицы, электроны в основном, протоны, они выбрасываются из Солнца в составе так называемого солнечного ветра или сгустка плазмы. Они, если попадают в орбиту Земли, значит, то есть сталкиваются с магнитным полем Земли, с магнитосферой, то происходит геомагнитная буря, и частицы эти захватываются нашим магнитным полем и проникают, высыпаются, мы говорим. Ну, энергия маленькая, поэтому они проникают в верхнюю атмосферу, и там они взаимодействуют с газами нашей атмосферы. Ну, в основном у нас в атмосфере существует азот и кислород, да? Вот. И поэтому вот в основном вот эти газы и светятся. Так, ну, в верхней атмосфере, в ионосфере, вот под действием рентгеновского излучения Солнца, ультрафиолетового излучения Солнца, вот этот молекулярный кислород, допустим, у нас распадается на атомы. Ну, появляется атомарный кислород. Вот этот атомарный кислород при низком давлении, там почти безвоздушное пространство, ну и начинает, он возбуждается и под действием электронов и начинает излучать. Вот. Но более энергичные частицы, вот килоэлектрон вольт и несколько кеван, они вот возбуждают уже зеленую линию излучения кислорода. Это где-то на высоте, ну, в среднем 110 километров, ну, чуть выше, ниже бывает, так. Это вот такое излучение, это вот более такое структурированное, сформированное излучение, ну, сияние, допустим, типа лучей, там, полос, дуг и так далее. Это дискретные формы называются, да. Потом более слабые энергичные частицы, более такие размытые высыпания, они излучают красную линию. Опять того же кислорода, это уже 630 нанометров называется, это на высоте где-то 350-300 километров, это выше. Вот. Но эти сияния уже не такие структурированные, как вот зеленые, они были размытые, слабые, диффузные, так называемые сияния бывают. Есть так называемая сардуга, которую мы глазом не видим, но она постоянно там высвечивается, да. Ну, человеческий глаз устроен так, что он, допустим, красный, темно-красный не видит. Допустим. И фиолетовый тоже не видит. Допустим, азот наш светится в фиолетовом свете. Это молекула азота светится. Опять под действием электронов. Ну и вот вызывает фиолетовое свечение. Ну и вот эта комбинация вот этих цветов вызывает вот при смещении различные оттенки там получаются, да? Ну, кроме того, есть протонное высыпание сияния. Ну, протонное сияние редко бывает, но бывает это синее сияние и темно-красное. Ну, то есть это еще зависит от человеческого вообще восприятия, да? То есть какие цвета, кто как видит. Ну, кто-то же видит, допустим, там да, все оттенки, кто-то не видит. Кто как видит, кто как воспринимает, как говорится. А вот, воздействие на людей, да, то есть вам, наверное, часто задают этот вопрос, имеет ли какой-то вред или, наоборот, положительный эффект? Как вы вообще сами думаете? Ну, этот вопрос, да, постоянно, вот, сколько было этих интервью и так далее, все постоянно задают этот вопрос. Влияет ли сияние на здоровье человека и так далее. Вот эти исследования где-то проводятся, у нас в институте тоже проводятся, но именно влияние геомагнитной активности, потому что влияет на здоровье вроде сама геомагнитная активность, а сияние является этой как будто частью этого комплекса геомагнитных явлений. Ну и в том числе и полярное сияние. Но это полярное сияние – это видимая часть только вот этого комплекса явлений. Действие вот именно самих полярных сияний – это чисто больше эмоциональное, можно сказать, потому что никакого вреда не оказывает. Это естественные природные явления, которые происходят вот
с определенным интервалом, ну, Ага. не постоянный интервал, но во время именно вот таких магнитных бурь и так далее происходит. Но это вот, Ну, то есть это визуальный эффект, который, получается, носит больше психологический аспект, да? То есть, да, больше психологически, ну, даже можно сказать эмоциональный Эмоциональный, аспект, да-да. потому что, ну, люди разные же бывают, некоторые вот именно, ну, не будем называть это по половому признаку, на кого-то больше действует, на кого-то меньше, да. Кто-то спокойно воспринимает, кто-то в истерику впадает и так далее. Бывает, ну, вот. Ну, допустим, когда устоишь, допустим, на пустыне зимой в темноте, да, и над тобой полыхает такое огромное это, Ага. ну, начинает это самое, да, действует. Там эмоционально. воображение получается больше. Эмоционально, да, Да-да. действует, да. А так, нет, не безвредно это, конечно. Ясно. А по поводу вот названия. Есть северное сияние, есть южное сияние. В общем, они понимаются как полярное сияние. Насколько это правильно вообще суждение? Ну, с Что научной это- точки зрения полярное, потому что правильнее будет так. Потому что они, вот эти вот сияния, они происходят вокруг обоих полюсов, северного и южного. Ну вот я вначале говорил, что вот в этих авроральных зонах, ну, вот это аврора, это вот мы привыкли говорить, потому что в международной научной литературе полярное сияние называется авророй. Мгм. Это в русской литературе полярное сияние, да. Мгм. А наши люди, допустим, называют северным сиянием. А вот те, которые, вот, допустим, в южном полушарии живут, но они могут называть это самое, вот, южным сиянием, может быть. Да. Мгм. Вообще есть такое, то ли это слух, то ли это рассказы людей, что полярное сияние имеет определенный звук. Насколько это правда и можно ли это услышать? Ну, это есть такое явление, да, но вот не само сияние это, как вот шуметь звучит, да, вот, а именно вот во время сияния происходит, я говорил, ионосферные токи там возникают, электрические поля там наверху. Ага. Они создают наводку на нижний слой атмосферы, электрическая наводка, да? Ага. И вот начинает это вот шуршать снег, там сухие ветки, там что-то там, ну такие вот. Это, то Это есть, вот именно шум, который возникает уже при поверхности. Это даже в самой атмосфере там какие-то кристаллы ледяные могут быть, они там. то есть это шум получается с земли, не Да, сверху, с земли, а с да, земли. потому что, как правило, вот сияние происходит в безвоздушном пространстве практически, ну, а в безвоздушном пространстве звук не распространяется, то есть акустическая волна или звук там оттуда не может никак физически сюда подойти. Это просто вот возникает вот этот шорох, шелест там и так далее. Это тут у нас, Это как как статика, да? ну, статика, да. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, мы побывали сейчас в Институте космофизических исследований и аэрономии, узнали очень много именно о сущности полярного сияния. Ну а далее мы решили обратиться к главному практику, охотнику за северным сиянием и создателю туристического маршрута. Погнали! Испытано на себе. Ну, сегодня мы наконец добрались до, скажем так, основателя туристических маршрутов, направленных на охоту за северным сиянием, именно к специалисту Михаилу Ивановичу Местникову, директору туроператорской компании «Ин-Якутия». Здравствуйте, Михаил Иванович. День добрый. Давно вообще занимаетесь такой деятельностью, как именно охота за северным сиянием? Ну, как организатор туризма работаю давно, как туроператор 2012 года, а именно вот северным сиянием стали заниматься 3 года тому назад. А сейчас, получается, вы ищете, ну, скажем так, туристов, да, желающих посмотреть на северное сияние, исходя из групп, которые уже у вас существуют, из своей клиентской базы. И Да. плюс еще Да, распространяется. распространение именно по Да. соцсетям идет. Да, Да? да. Ага. А так мы тур назвали «Охота за северным сиянием», потому что
Вот позапрошлом году, например, да, у нас мы начали после Нового года, первый выезд это где-то в феврале было у нас, в начале февраля. И потом 4 раза, из них вот 4 у нас 2 получилось, 2 нет. То есть это вроде бы прогноз все нормально показывает, выезжаем, приезжаем, а там нету. Ну да. Да, это как охота на утку, на... Ну да, то есть... Да, очень похоже, потому что там в любом случае это должна сопутствовать удача. Да. То есть это есть в этом какая-то доля удачи. Ну, Да. понятно. Вообще, где обычно происходит, ну, куда обычно вы ездите, если брать, ну, понятно, то есть есть северные улусы, куда можно поехать, да, где вот чаще можно наблюдать за северным сиянием. А вот рядом с городом Якутском именно, куда обычно ездите? Или как вы вообще этот момент Как обычно определяете? бывает, да, вот, о том, что будет активность Солнца, это просчитывается по приложениям. Есть очень много приложений, но основные это Аврора. Смартфонов, да, или сайты есть тоже, сайты тоже изучаем. И потом по мере приближения этого дня уже начинаем смотреть на облачность. Есть тоже приложение, специальный сайт, который это на каждый час можно следить, где могут быть это открытые места. И исходя из этого, ну, у нас, например, один раз выезжали в сторону Хангиласского улуса, потому что это Намсы и Горные были закрыты. Один раз выезжали за Магараз даже, в сторону Бердигистяха. В сторону Бердигистяха по Вилюйскому. Да, там только открытое место было. И, ну, чаще всего выезжаем в сторону Намса, потому что это север. Но если все открыто, то мы... Ну, ближе к северу, да, туда. к северу, да. Ну. Ну, бывает, что это решение принимаем ну, после обеда, да, а вечером надо выезжать, поэтому это мы иногда выезжаем сюда недалеко из Хатан, например. А вообще вот с точки зрения развития индустрии туризма, как вы думаете, вот именно вот это вот наблюдение за этим явлением может ли стать постоянным? И вообще, вот есть ли туристы у вас, там, может быть, из-за рубежа или как? Ну вот рядом с Якутском, да, сейчас, ну как пишут, это вот, активность 2-3 года, и она пройдет. То есть это рядом с Якутском активность, ну то есть поменьше будем наблюдать, но у нас есть северные улусы, там где это постоянно, ну в основном они зависят от облачности, а так они там постоянно. Вот у нас, например, ширина, ну то есть длина тундровой части, арктической части где-то около 2500 километров. То есть во всех очень огромная такая территория, где можно это наблюдать. Очень много этих населенных пунктов, улусов. Но, к сожалению, на данный момент вот якутские фирмы не делают, боятся. Боятся, потому что они могут попасть, так что это приехали, подождали 5 дней, да, нету, уехали. И вот, да, риск очень большой, поэтому никто не берется. Ну, а так, почему-то это люди ездят на Исландию, скандинавские страны, да, некоторые наверняка и в сторону Аляски, но там же тоже, по сути, получается вероятность. Да, тоже вероятность такая же. Это у нас планета одна и та же, везде одинаково. Но там люди как бы рискуют, но делают. И, например, это страны Юго-Восточной Азии, да, это в основном Китай, Корея, Южная Корея, японцы. Они вот ездят туда. Да. Если, например, мы бы организовали такие туры у нас, то до нас им летит несколько часов всего, 3 часа, 4 часа. И тут они, то есть это возможность есть такая. А у вас опыт именно был
скажем так, выезд именно на такой турмаршрут с иностранцами? Только рядом с Якутском вот недавно тоже дали объявление, откликнулись китайцы, вот, как раз 24 человека. Ничего себе. А это люди были уже здесь находились? Или... Они с Китая тут учатся, ну, в основном студенты. Ну то есть они сами здесь присутствовали, и вот Да, когда да. услышали, что можно здесь увидеть северное сияние, Нас решили... случайно нашли, Ну, изъявили очень- желание. Очень интересно. А так нам вот именно, вот мы сейчас хотим поехать, вроде как вот приложение Аврора показывает там благоприятную, скажем так, вероятность, да, по наблюдению. Вот вы нам какой-то совет можете дать, куда нам лучше поехать или вообще, что, ну, какие-то особенности, может быть? Ну, вот сегодня, запечатлить или, вот может- сегодня, например, это более такое благоприятное место, это Нанском улусе. Мгм. Ну, можно, если времени мало, то в сторону Даркалаха или Мгм. в Исхатын поехать. Ну-ну-ну. Но сегодня вероятность очень большая, около 7 баллов. Это. Мгм. Вот по моим наблюдениям, позапрошлом году самый высокий балл 5 баллов, в прошлом году 6 баллов, а в этом году 7 7. баллов. То есть это активность увеличивается. Максимальная получается на сегодняшний день. Ну, спасибо вам большое. Мы поедем ловить наше северное сияние. Вот, удачи. Спасибо. Испытано на себе. Ловцы за погодными стихиями. Мы как в лучших американских фильмах. Вот в Америке они ловят ураганы, да, торнадо. Торнадо, да? Ну а мы вот ловим северное сияние. Сегодня большой коэффициент. Сколько? 7, да? Америку прошло, уже через океан перемахнуло на наш континент. И будем надеяться, что все-таки сейчас северное сияние покажется во всей красе. Вот едем и думаем, облачно, не облачно. Ну, в общем говоря, едем пока на мыс. Как мыс? На смотровую на Намском тракте. Посмотрим оттуда на долину. Надеемся, что не будет, ну, облаков не будет. Будет ясное небо и северное сияние. Вообще по погоде не понять, потому что вот туда вот, Рома, засними, вот туда вот снимаем, где солнце еще падает, там как будто бы нету облаков. Сюда, в эту темень, уже как будто облачно. Поэтому в данный момент даже нельзя понять, где облака, а где их нету. Поэтому тут все, наверное, будет на авось. Пойдет, не пойдет. Это же все-таки охота. А охота это всегда 50% фортуны. В нашем случае 30% науки, 20% слухов и 50% рассчитываем на удачу. Как и любой охотник. Едем вот снимать северное сияние, да, и у нас есть аналитический отдел, как в лучших фильмах. Роман у нас отвечает за аналитику. Мы уже пересекли черту города. Ну, нет, вернее, не пересекли черту города. Мы едем по Намскому тракту, подъезжаем к деревне, как она, Кильдянцы. И Роман, скажи-ка нам, пожалуйста, что у нас показывает наше приложение, аналитика, есть ли какие-то шансы? Так, ну шансы у нас есть, но как-то все очень размыто, как вам сказать. Смотрите, можете наблюдать то, что показывает у нас 7 баллов вроде как жесткая магнитная буря, но также у нас показывает облачное покрытие сегодня ночью. То есть даже если сияние будет, мы его можем просто не увидеть. А просто балл нынешний показывает индекс 2. Это нам вообще ни о чем не говорит, мы вообще не понимаем, куда мы едем, зачем мы едем. Увидим мы что-то. А если и будет, то будет ли небо светлое, не знаю. Не, ну слушай, вот индекс 2, да, это же получается индекс вероятности того, что именно над нашей головой, да, ну, в нашей геопозиции, да, то есть в нашей точке, вероятность того, что мы увидим северное сияние. А вот индекс Нет, там КР... конкретно по индексам, там, смотря от силы индекса, различается зона, где северное сияние будет видно. Мгм. И, ну да, обычно это имеется в виду, эта зона показывает, будет ли оно над тобой. Обычно там где-нибудь на севере всегда видно.
Ну, а вот сейчас у нас вероятность какая? Вот индекс именно вероятности. Конкретно сейчас у нас между 2 и до 4. А всего 8, да? Или А 10? всего изначально Хейм показывал по прогнозу. Не-не, я имею в виду максимальная. Максимально изначально вообще 8-9 где-то так. Типа максимально. Предельный. Ну, то Да, есть сама предельный. шкала состоит из 10... Из 8 баллов. из 8 баллов. И сегодня 7. Сегодня 7. Но именно сейчас 2. Ну, именно сейчас, да. Слушай, ну, Немного. вот это вот получается сейчас 2, это из-за облачности. Из-за Ну, облачности, вообще да? неизвестно. Ну, в общем, вот мы как раз проверяем. У нас тут максимальные баллы что-то вроде как 8. Показывает, что сегодня будет 7 баллов, да? Ну, просто именно сейчас 2 балла. Ну, сейчас еще чуть-чуть рановато, 4 часа вечера. Ну, едем на Намскую смотровую. Так. Надеемся, что к тому времени этот индекс увеличится. Люди в России не знают, что в 4 часа вечера вот так бывает. Темно очень. Да, у нас будто бы же- ночь. У нас же получается... Можете еще север. посмотреть. Можно наблюдать, что сейчас идет северное сияние над Северной Америкой. И вот оно потихоньку двигается к нам. То есть еще недавно вот этого, вот оно только тут было. Она уже зацепила наш Оно уже континент. идет, получается, А над вот мы Чукоткой. точка в Якутии. Мгм, вот потихонечку мы подходит. Якутия. Ага. И мы очень сильно надеемся, что эта зона дойдет и до нас. По ходу нашего движения на улице потемнело, и мы смогли увидеть первые звезды. Это говорит о том, что небо сегодня ясное, и мы едем полные надежд увидеть северное сияние. Мы приехали на пункт назначения, вышли, посмотрели на наличие северного сияния, пока нет, сидим, ждем. Ну вот звезды только вышли, да, то есть облачности нет. В принципе, должно быть видно, судя по результатам нашего аналитического наблюдения, буря еще не дошла до нас. Оно как раз сейчас проходит Берингов пролив, да? Ну, да, где-то в том районе. Ну там, где-то там. Ну и мы что? Не, она уже в Решили. Якутии. Она в Якутии, просто она севернее. Сегодня пришли еще. Она, если до нас, должна упасть еще, получается. Ну пока еще 5 вечера только. Сидим, ждем, пьем чай. Чай, кстати, с чем у нас? Что-то он пахнет так вкусно. Лимона не было, сделали на апельсине. Тоже цитрус, да? Апельсине, Вкусненько. Ну что, будем ждать? Испытано на себе. Пока стоим, ждем появления в небе северного сияния, ну, чтобы просто так время не тратить, решили испытать наши технические свойства, ну, наши технические аппараты, да, то есть вот у нас сейчас есть фонарик, ну, здесь почти 10 тысяч люмен. Хотим сделать фотографию, такую, как, скажем, National Geographic снимает, да, ну или там Discovery, там свет в небо, классная фотография. Будем сейчас пробовать. Это, во-первых, опыт, а во-вторых, ну просто, чем просто так сидеть ждать, лучше чем-то заняться. Ну вот, оператор у нас, наш главный оператор Роман, он же и аналитик, занимается установкой штатива, на который будет установлена видеокамера и с определенной выдержкой, то есть с определенными настройками, да, там экспозиции, чего там еще, как правильно? Ну вот с выдержкой, то есть он сейчас будет работать с выдержкой и снимать фото. Потом в итоге мы получим, ну то есть покажем вам, какие фотографии получились. Вот так это делается. То есть я взял, получается, фонарик, свечу его вверх в небо. Сзади у меня идет фотосъемка с выдержкой. Моя задача не двигаться камеру. Да я буду двигаться и фонарем светить, ничего трудного. Готов? Ну вот, ситуация такая у нас, конечно, под 30-ку. Но когда долго стоишь, Да. В общем говоря, температура за бортом, температура на улице, в общем говоря, согласно Яндекс.Погоде, показывает минус 25 градусов по Цельсию. Но при этом там снизу написано, ощущается как минус 30. И
Ну, мы пока ходили, там фотографировали, видео снимали. У нас у оператора Романа, хоть он и имеет там теплые ботинки, замерзли ноги. В общем говоря, Простые теплые ботинки в этой погоде не очень помогают. да, в общем говоря, когда едете куда-то далеко, вот мы вроде как даже на Намской трассе, да, у меня вот с собой всегда имеются валенки. Вот так вот мы их подогрели чуть-чуть. На, Романыч. Необходимо всегда брать с собой теплую обувь, потому что это залог, наверное, не то чтобы здоровья, это залог жизни. Оператор уже торопит, уже говорит, все. Ноги надо уже греть. А у тебя, Семен Семенович? А у меня вообще вот такие вот чуни, или как это правильно назвать. В общем, это такая вещь. Там видно, да? Нормально снимается? Да, все видно, все хорошо, только лицо пока не видно. Ну, места мало у нас в машине. Это, конечно, не совсем Не размахнешься. вещь необходимая для минус, ну, то есть адаптированная под минус 40, но все же лучше, чем ничего. Это такой чехольчик, одевается поверх обуви, ну, ветрозащитный и, Благо, да, и ветровлагозащитный, ну, более-менее тепловный, в общем говоря. Я вот прямо на ботинок его одеваю. Вот, то есть вот, Да, ботинок. просто раз, ботинок, все, погнал. Раз, В общем-то, вещь хорошая. вот, и пошел. Одел, погнал, да. Ну, в общем так, главное тепло одеться, чтобы не заболеть и быть здоровым. Ром, как там, отогреваешься? Да, нормально. Нормально. Валенки это, конечно, лучший вариант. Это на все времена валенки всегда будут. Испытано на себе. Как и любая охота, все-таки очень многое зависит от фортуны, видимо. Но сегодня нам удача не улыбнулась, и мы не застали это северное сияние. Сейчас уже время практически 7 вечера. Идем домой. Возможно, над городом еще что-нибудь увидим. Ну, увидим, не увидим. Дело такое. В общем говоря, мы вернулись в город Якутск. Сейчас время 7 часов 44 минуты. И ну, посмотрели приложение, да, Аврора. Нам показывает, что через полчаса вероятность наблюдения за северным сиянием будет 24%. Ну и мы решили не возвращаться уже на сопку, хотя бы выехать, попробовать на паромную переправу на Даркалах. Да, или как? Ну, чуть ближе Даркалаха. Ну, в общем говоря, на переправу, на паромную переправу. И оттуда попробовать увидеть это северное сияние. Будем пробовать. Так, ну вот, в общем говоря, если открыть приложение Аврора, что мы видим? Мы видим на главном экране, видим, что индекс у нас 4,67 и вероятность 6%. Это в данное время. Если же открыть прогнозы, вот, вероятность наблюдения растет. Уже стало через полчаса 26%. Ну, тут еще и облачность имеется. И вот индекс весь красный. Сегодня вот 7. Ну, в общем говоря, есть смысл попробовать еще поохотиться. Ребята, короче говоря, мы доехали до Даркалахской переправы. И оказывается, северное сияние уже над нами. Оно проявляется в зеленом цвете. Ну, это просто буря эмоций. Сейчас мы начнем снимать. Попробуем посмотреть. То есть это видно невооруженным глазом. На камере, наверное, будет лучше. Но будем ждать еще красной зоны. О, смотри, какие яркие становятся. Они только набирают обороты, блин. Сейчас как раз вот эта желтая зона, когда придет. О, красная! Да ну, Алексей, смотри, какая красная, прикольно. На камеру не видно, но сейчас появится видео. Они какая... О, здоровая, как, блин, реально на камеру не видно. Так, ребятки, зеленую видно вообще классно. Просто классно. Красная прямо над нами. Еще раз попробуй. Так. Вот выше, Семен. Вот она есть, по-моему, видно ее. Да нет, совсем Плохо видит, да, он ее. Зеленая, видишь, она как подсвечивает, и iPhone начинает работать. А вот зеленой много.
Мы находимся рядом с городом, буквально километров, 3-4, наверное, километра. Это город, по идее, да? Да. И не надо, оказывается, далеко уезжать, как мы ездили в Намцы аж. А что тут фоткать? Тут смотри, какая красота. Буйство красок. Камера, GoPro-шка в воде снимает. Семен Семенович спрятался. А она вон его отдает везде. Вот она пошла. Вон она зелененькая. Прям над нами. Гаснет, появляется. Поймали северное сияние. Можно сказать, мы поймали два цвета. Это зеленый и красный. Местами желтизна имеется, да? Оно прямо как радуга. Еще и играет. На камеру, наверное, не очень хорошо видно. Очень видно. Хорошо все видно. Хорошо видно, да? Да. Ну вот, замечательно. Прямо такое событие. О, смотри. Отличное явление. Смотри, вот этот взрыв вообще. Вверху, прям над нами. Те, кто будут наблюдать за северным сиянием, имейте в виду, что оказывается северное сияние играет не в одном месте, а оно как волна. То есть проявляется разными цветами в разных местах. Вот тут прямо надо мной, вот только что я вижу взрыв красного цвета, зеленого цвета. Вот прямо шикарно. Наконец-то мы поймали северное сияние. О, красиво как вообще. Обалдеть. И самое главное, это не надо уходить куда-то далеко. А вот красный. Это видно прямо вот над нами. Прям красный. Шикарно. Вообще супер. Просто обалдеть. Давно я такого не видел, тем более в черте города. Смотрите, вот я прямо камерой навожу над собой. Вон он центр. Вон центр расхода, смотри. Да, Во, выше, выше. Вот он. Вот она точка. От него прям идет сверху. И полосами, смотри, какая полоса огромная. Ну, как будто с одного пучка как-то бьет. Но играет так красиво. Ребята, ощущение просто супер. Я теперь понимаю, как вот люди, которые гоняются за ураганом, да, достигают своей цели и потом сидят радуются. Ну, если останутся в живых, конечно. В нашем случае прямо такой опасности не было, но мы прямо гнались за северным сиянием. Благодаря приложению вот Аврора мы прямо наблюдали за вероятностью возникновения этого северного сияния. И уже когда опустили руки, да, уже думаем, все, домой. Тут что-то вероятность меняется, 20%. Думаем, и выедем на речку. Да? Мы уже были в Якутске, уже думали, доедем машину ставить в гараж теплый, отдохнуть. Но нет, мы развернулись, поехали и увидели это в самый момент, когда это все произошло. Да, просто супер. Такое буйство красок я никогда не раз. Я был в детстве видел разное сияние, но прям чтобы оно било над тобой и в пиковые моменты каким-то буро-красным. Да, вообще, главная вообще, цветовая гамма, да, просто- другая. Просто там зеленый, желтый, такой же. красный, Вот там этот каких-то цветов нет. пик бури, да, вот так он, наверное, и выглядит на самом деле. В общем говоря, охота удалась. Сейчас у нас стоят приборы, фотокамера, да, получается? Одна, да, осталась фотокамера. На одну фотокамеру снимаем в виде таймлапса, потом смонтируем, и надеемся, что получится хороший ролик. Как вы думаете, легко поймать северное сияние на Питере, когда оно только начинается? Вот мы тоже думали, что легко. Просидели в Намцах,
приехали в город. А потом по дороге поняли, что нужно ехать и искать опять темный уголок, чтобы найти тот самый момент. Ну и это даже делается не так. Люди многие сидят, как говорится, в кустах с фотоаппаратом и долго ждут, морозится и так далее и тому подобное. А тут момент, едешь и видишь, вот оно начинается. Все бросаешь и сворачиваешь в кусты. Выбегаешь и начинаешь ставить штатив и все остальное. А ветер, 30 градусов мороза и ветер. Руки и лицо быстро замерзают, очень быстро. Поэтому надо делать все быстро, ловко, аккуратно, и чтобы кадр был красивый. Испытано на себе.